О самых заметных событиях понедельника, 11 апреля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Прошло почти полгода после получения первых ключей от новых домов в селе Бяськёль. Какой была минувшая зима для новоселов? В условиях санкций муниципалитеты и бизнес должны объединить свои силы. Под руководством Айсена Николаева провели совет предпринимателей. Прекрасный повод для встречи. Постоянное представительство Якутии на Дальнем Востоке отметило 30 лет. Пожалуй, лучшая игра с мячом. В Ленске провели республиканский турнир по баскетболу. Сообщение о пожаре в двухэтажном расселенном деревянном доме по улице Дзержинского, 66/1 в Якутске поступило сегодня. К месту вызова в течение 3 минут прибыли огнеборцы первой пожарно-спасательной части. Благодаря оперативным действиям удалось не допустить дальнейшего распространения огня на жилые строения и успешно ликвидировать пожар. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара огнем поврежден дом на площади 200 квадратных метров. На ликвидацию происшествия было задействовано 33 человека личного состава и 6 единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Для установления виновника причины материального ущерба от пожара работает дознаватель МЧС России. На проезжей части в 203-м микрорайоне Якутска размыло грунт. Видео, где видна трещина на улице Ефимова, в нашу редакцию отправили жители близлежащих домов. Владельцы машин говорят, что это не первый случай после воздействия погодных условий. При таянии снега и обильных осадках на дороге возникает трещина. Про инцидент оповестили управу Губинского округа и управляющую компанию. После осмотра специалисты сообщают, что на этом месте сейчас происходит усадка грунта после зимних работ на канализации, и это безопасно для населения. Вчера вечером в управу Губинского округа обратились жители 203-го микрорайона. Управа организовала выезд. На осмотре было установлено, что данный инцидент, как сообщили жители, размыв грунта, не соответствует действительности. На данном участке в зимнее время проводились ремонтные работы на канализационном коллекторе. По технологии работ производилась выемка грунта с последующим возвратом грунта. На данный момент из-за оттепели происходит усадка замороженного грунта. Почти полгода миновало после получения первых ключей от новых домов в микрорайоне Кыскил села Бяськёль. Самое страшное позади, зима пережита. Напомним, 7 августа прошлого года более 30 построек были уничтожены огнем. Продолжит Саргалан Неустроева. Сегодня это место выглядит совсем по-другому, но еще 7 месяцев назад на выжженной земле начали заново отстраивать целый микрорайон, в котором сгорело 30 домов и 8 хозяйственных построек. Ключи от первого дома вручили еще в начале октября, а уже сегодня это современный микрорайон с развитой инфраструктурой. Самые главные сомнения вызывала эффективность строительства из МХМ-панелей. Несмотря на уверенность специалистов, многие попросту не могли принять тот факт, что дома можно построить так быстро. И главное, что в них можно будет пережить суровую якутскую зиму. Опасения, тем не менее, не оправдались. Зима пережита, в домах тепло. Очень хорошо дома. На старости лет даже ванная и туалет внутри появились. Перезимовали благополучно. И коровник тоже теплый оказался. Современный, не как раньше. Холодно ведь в минус 50 сено заносить. Тоже целое дело. А сейчас на мобильном песню включаю и, подпевая, работаю. Тот роковой день Диана Алексеевна до сих пор не может вспомнить без слез. По словам женщины, тогда она вышла получать пенсию, а когда уже вернулась, не было ничего. Все сгорело. Но жизнь продолжается, и новый дом уже понемногу обживается. Когда-то на участке семьи Жирковых помимо дома имелось и небольшое хозяйство. Кроличья ферма, огород, теплица, трактор и хатон. Все это сгорело за считанные минуты. И если постройки и трактор удалось возместить и восстановить, то хозяйство все еще предстоит. Тем не менее, следы трагедии 7 августа не исчезли бесследно. Бяськёль продолжает сталкиваться с последствиями пожара по сей день.
У нас еще 35 охотничьих избушек, сайлыков и 4 жилых дома по дальневосточному гектару сгорели. По ним еще вопрос остается открытым. Уже по пожарному требованию минерализованная обустроенная полоса у нас составляет около 3 километров. И вот посчитали локальную смету, у нас получилось 6 миллионов 800 рублей. И наш бюджет муниципального образования, конечно, все эти деньги не потянет. Между тем, настроение у сельчан заметно улучшилось. На главной площади проходят народные гуляния. Дети ждут строительства новой современной школы и наслаждаются по-весеннему теплыми днями. Впереди у села остались главные испытания – не допустить паводка и, в первую очередь, очередного пожара. Сарглана Неустроева, Александра Хлопкова, Семен Семенов, Горный район. Идем далее. 172 семьи подали заявки в Сахатранснефтегаз в Ленске на участие в программе соцгазификации. После подписания договора к их участкам подведут газовые сети. Работы начнут в мае. Те, кто уже подключился к газу, отметили, что стоимость услуг отопления снизилась в 4 раза. С 2013 года, с начала действия программы, к газу в Ленске подключились 289 домов. Занимается подведением газа до границ земельного участка Сахатранснефтегаз. Плата за эту работу взиматься с заявителей не будет. После подписания договора с Саханефтегазбытом абонент обязан будет купить оборудование в домовладении своем, то есть это газовый котел, датчики, счетчики самостоятельно. Расчет оборудования варьируется в пределах суммы 150-200 тысяч в зависимости от квадратуры. Стоимость высокая, поэтому разработан ряд субсидий. Так, помощь в размере 100 тысяч рублей могут получить малоимущие. Также за счет средств района финансовую поддержку могут получить и работники бюджетной сферы. А поддержку от государства получат граждане, которые переходят с центрального на газовое отопление. Субсидия составит 117 тысяч рублей. В условиях санкций муниципалитеты и бизнес должны объединить свои силы. Сегодня на Координационном совете по предпринимательству под руководством Айсена Николаева обсудили целый ряд новых мер господдержки. Подробнее расскажет Ульяна Шагин. На сложившуюся экономическую ситуацию в стране государство и регионы отреагировали оперативно, предложив бизнесу целый пакет различных мер, среди которых кредитные каникулы, льготные займы, мораторий на проверки и другие послабления. Для предпринимателей это стало неплохим подспорьем, чтобы не свернуть предприятие и не просто выживать, но и зарабатывать. Это кредиты под 2% на сохранение рабочих мест, которые при 100% сохранении списались в прошлом году. Это была действительно очень хорошая помощь. Второй момент – это было снижение страховых взносов до 15% свыше федерального МРОТа. Послушали очень много мероприятий. И, естественно, не всех охватит. У нас 39 тысяч субъектов. И по тем моментам, которые оказываются по отсрочке или по предоставлению льгот, естественно, по тем направлениям, особенно где идет обеспечение продуктами питания первой необходимости, должно состояться и должно отработать нормально. Не терять скорости реакции на запросы бизнеса сегодня это главная задача регионального правительства. Между тем, эффект от этого будет виден в том случае, если к работе подключить муниципалитеты. В этом ключе должна быть проведена системная работа по информированию бизнеса актуальной информацией на местах. Есть некие проблемы, но это решаемо. И я заметил, что именно в период, который сейчас происходит, бизнес консолидируется. Предложения группируются, и Минпред в данном случае выступает как центр, как хранитель ключей для агрегации, для объединения, для продвижения каких-то совместных проектов, которые будут идти на пользу в том числе местного производства, развития торговли, услуги, чтобы цепочка вообще становления предпринимателя была максимально понятной и доступной. У якутского бизнеса есть потребность в рабочих кадрах. Для решения вопроса должны быть созданы новые программы по подготовке специалистов. Кроме того, обсудили вопросы регулирования торговых надбавок. Это самый больной вопрос для предпринимателей. Глава региона Айсен Николаев отметил, что в этом вопросе важно соблюдать баланс между сдерживанием цен и сохранением предприятий, которые обеспечивают не только доходы бюджета, но и рабочие места.
Понятно, что мы должны эти надбавки держать, мы должны их четко регулировать, вместе с тем увлекаться их, скажем так, умножением, да, товаров, на которые мы надбавки вводим, снижать, зажимать это, конечно, на самом деле далеко не хороший путь, ни к чему хорошему он никогда не приводил. Сегодня в регионе действуют моратории на проверки деятельности частного бизнеса. Между тем, бизнес-сообщество в ряде районов и городов Якутии пожаловалось на необоснованные проверки. Айсен Николаев поручил главам муниципальных образований и городских округов прекратить эти незаконные действия. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Через портал госуслуг можно будет продавать и покупать машины. Правительство установило возможность заключения договора купли-продажи автомобилей через портал. В ГИБДД ждут эту возможность, но опасаются технических накладок. Новое постановление дает возможность порталу выходить за установленные рамки. В частности, оформление договора купли-продажи – это не госуслуга. Это добровольное волеизъявление граждан на приобретение того или иного объекта. Гражданам оформление договора купли-продажи автомобиля может помочь в том, что информация о нем будет сразу доступна в информационной системе ГИБДД. Постоянное представительство Якутии на Дальнем Востоке отметило 30-летие. В Хабаровске при поддержке местных краевых властей прошло торжественное собрание. Это теплая встреча с теми, кто в разные годы работал в постоянном представительстве и внес свой вклад в развитие постпредства и самой Якутии. Подробности в следующем материале. Очень приятно, что этот юбилейный день отмечается в центре нашего края. Сегодня мы послушали подведение итогов этого большого, но в самом начале интересного пути. Сколько замечательных реализовано проектов в области образования и культуры. И еще более впечатляющими выглядят проекты и планы в области экономики. Являясь органом исполнительной власти Республики Саха-Якутия, представительство имеет главную цель работы – повышение социально-экономического, научно-технического и культурного развития Якутии. Главой Республики Саха-Якутия Сергеем Сергеевичем Николаевым и правительством нашей республики поставлены нам новые задачи. Особенно сейчас, в наше непростое время, мы будем помогать в реализации тех планов для социально-экономического развития республики в целом. И сейчас, конечно, когда усиливаются санкции западных стран в отношении нашей страны, мы должны усиливать работу с нашими дружественными странами. Это Китай, это Индия, это Вьетнам и так далее. Лидеры, политики, мастера дипломатического искусства. Юбилейное торжество объединило и постпредов разных лет, и сотрудников представительства, которые внесли вклад в развитие всей Якутии. Многие процессы, которые идут в Дальнем Востоке, для Якутии, для округа, для страны имеют непосредственное отношение к нам. Это проходит через представительство. Представительство в том, что он востребован со дня создания, именно в том, что всегда работал в инициативном порядке, имел свои проекты. В знак благодарности коллегам и друзьям за их ответственную и непростую работу вручены удостоверения и юбилейные знаки постпредства, а также юбилейные книги. До сих пор вот с теплом вспоминаю все годы, которые я отработала в представительстве. Представительство в моей жизни появилось в 2001 году. Когда 17-летней студенткой я приехала в город Хабаровск учиться в Академии экономики и права. Там всегда было тепло, и когда мне было очень тяжело, да, вот когда первые месяцы проходят, вот эйфория проходит, то, что ты уехала из дома, да, и хотелось вот именно, чтобы по-семейному было тепло, да, услышать родную речь, можно было пойти туда, посидеть. Благодаря активной деятельности руководства, сотрудников представительства успешно решаются задачи по стабильному развитию внутренних и внешних связей республики. А также в этот знаменательный день студенты из Якутии, обучающиеся в Дальневосточном федеральном округе, подготовили поздравительные музыкальные номера. Лидия Гасанбалаева, Станислав Михайлов, Хабаровск.
Кто мы родом и откуда произошли мои предки? Ответы на эти и другие вопросы генеалогии можно получить при помощи электронного родословия народов Якутии. Эта уникальная и важная работа была начата 9 лет назад с Татинского, Тампонского и Намского улусов. Сейчас к созданию электронного родословия присоединились 19 улусов, и в базе находятся имена предков более 150 тысяч человек. По словам руководителя большого проекта Константина Аргунова, создание электронного родословия имеет большое значение в патриотическом воспитании. Каждый ребенок должен знать, кто он такой, кто мать, отец, дед, бабушка, значение этих представителей члена семьи. А потом уже в средней группе он уже должен составлять свою родословную, знать своих родичей. Введение предметов изучения генеалогии в школе, это и есть основа фундаментального духовного оклада патриотического воспитания школьников. 110 человек заразились ковидом в Якутии. За минувшие сутки в больнице доставили 30 человек. Также от инфекции выздоровели 114 больных. 60% больных фиксируют в Якутске. Все тяжелые случаи заболевания у невакцинированных больных, говорится в сообщении. Низкие темпы ревакцинации наблюдают в Алданском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Аймеконском районах и в городе Якутске. По инициативе Всемирной организации здравоохранения сегодня проводится Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Этот недуг возникает из-за нарушения выработки дофамина, что ведет к нарушению функции клеток в отделах мозга, отвечающих за движение человека. Первые симптомы заболевания часто принимают за следствие естественного старения. Это заторможенность движений, речи и мышления, а также тремор. Однако последний встречается лишь в 70% случаев течения болезни. Но одна предрасположенность не ведет к возникновению этого заболевания. И на эту нашу генетическую предрасположенность должны наслаиваться определенные внешние факторы нашей среды. Например, это такие факторы, как перенесенные легкие черепно-мозговые травмы, или, например, это мужской пол, контакт с пестицидами, гербицидами. Считается, что болезнь Паркинсона приходится по миру на 120-150 случаев на 100 тысяч человек. Так, в республике в 2008 году было зафиксировано лишь 16 пациентов. На сегодняшний день в регионе на учете в неврологическом отделении Центра нейродегенеративных заболеваний стоят более 500 пациентов с болезнью Паркинсона. Лечение в отделении проходят люди со всей республики. У нас в отделении ведется, коррекция противопаркинсонических препаратов у таких пациентов. Также возможен подбор на высокотехнологическую медицинскую помощь, отбор идет. И также делаем послеоперационное программирование после высокотехнологической медицинской помощи таким пациентам. Медработники в Нерюнгри присоединились к акции «Здравосмотр». Она приурочена ко Всемирному дню здоровья и Году матери в Якутии. Все желающие могли пройти бесплатный комплексный медосмотр. Подробности далее. Термометрия при входе и выдача маршрутного листа. А дальше пациенты сами выбирали, к каким специалистам им обратиться. Всего в акции «Здравосмотр» принимали участие 13 специалистов. Это кардиолог, эндокринолог, невролог, хирург, онколог, терапевты. В основном идет пожилое население. Пожилое население, наверное, это связано с тем, что достаточно длительно для них были введены ограничения. Самоизоляция на дому, ограничения посещения медицинских учреждений были. И все-таки хронические заболевания, они имеются. И такие специалисты, я повторюсь, как кардиолог, эндокринолог, отсутствующие в поликлинике, есть возможность пройти, получить консультацию, откорректировать лечение и получить какие-то рекомендации. Также на месте можно было пройти флюорографическое обследование, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, спирографию, кардиографию, а также скрининги для ранней диагностики онкозаболеваний. Мне посоветовал терапевт, потому что я с дневного стационара сердечко, наверное, прихватило. Пришла к кардиологу. Я регулярно посещаю, когда проходят медицинские осмотры, организованные нашей Нерюнгринской городской больницей.
Но еще связано с тем, что у нас специалисты не всех профилей в поликлинике есть. Отсутствует кардиолог, гастроэнтеролог. Мне эти специалисты необходимы. В поликлинику, чтобы записаться, очень долго надо дозваниваться. А когда ты дозвонишься, там уже талончиков нету. Это наша проблема. Поэтому, конечно, это удобно. Спросом у населения пользуются такие специалисты, как кардиологи и эндокринологи, так как сейчас этих врачей в Нерюнгринской поликлинике нет. При наличии каких-либо показаний пациентов направляют на дообследование. Но главная цель проводимой акции – раннее выявление хронических заболеваний, факторов риска их развития и выработка рекомендаций для каждого пациента. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Здорово быть здоровым. Под таким девизом в школе с углубленным изучением отдельных предметов прошел КВН между педагогами. В поединке, приуроченном ко Всемирному дню здоровья, сошлись две команды. Представив визитные карточки, соперники разгадывали ребусы и проходили блиц-опрос. Не обошлось без музыкальной физзарядки. Участники исполняли танцы с заданными элементами. Отдельный конкурс был предусмотрен для капитанов. Особая находчивость требовалась в испытании устами младенца. Активизации знаний и волнения совсем не мешало. В рядах болельщиков находились коллеги и воспитанники, а в качестве судей выступали врачи Алданской ЦРБ. Лучшая игра с мячом. В Ленске провели республиканский турнир по баскетболу памяти Александра Сорокина. Эти соревнования ежегодные. Традиционно в них принимают участие команды Ленска, Мирного, Удачного и Братска. Организаторами выступает спорткомитет Ленского района. За игрой следила Анна Кожевникова. Жаркие баскетбольные матчи прошли на паркете спортивного зала «Карат» в Ленске в минувшие выходные. В ежегодном республиканском турнире памяти Александра Сорокина приняли участие 5 команд. 2 ленские, 1 из Братска и 2 из соседнего Мирнинского района. Организационные моменты на себя взяло руководство спорткомитета. В связи с пандемией у нас последние годы он 2 года подряд не проводился. У нас как баскетбол тоже развит хорошо, да? И баскетбол очень много детей и взрослых, например, любят играть. Ждем от нашей команды только победы, болеем за них. Ленск выставил 2 команды, готовились основательно, к тому же был стимул взять реванш после республиканских соревнований. У нас 2 команды. Первая команда сборная команда и вторая команда резерв. Но у нас был недавно чемпионат республики, к сожалению, мы выступили неудачно. Команда готова физически, тактически. Игра покажет, соперники достойные. Борьба под щитом в современном баскетболе имеет особое значение. Известная баскетбольная заповедь гласит: кто выигрывает щит, выигрывает матч. Поэтому самые горячие схватки происходили именно под кольцом. А также мощные форварды на протяжении всего матча показывали высокий уровень владения такими важнейшими элементами игры, как подбор и блок-шот. Будем надеяться на победу. Как пойдет игра. Соперники все сильные, достойные. Тоже готовятся к этому турниру каждый год. Очень много новых молодых игроков. Из Удачного команда привезла много молодых игроков. Посмотрим, с ними не играли еще. Ленчан поддерживали земляки. Среди болельщиков были в основном подрастающие баскетболисты. Очень хорошо, отлично довольно. А ты сам играешь в баскетбол? Да, занимаюсь. Играю за «Карат». Но самыми сильными соперниками оказались миряне. Свое превосходство они доказали не единожды. Постоянно ездим на этот турнир с 2002 года. 43-22, ведем 20 очков. Соперники сильные, да, то есть поначалу они нам сопротивление достойно оказывали, даже выигрывали. Еще неизвестно, чем игра кончится. То есть полуигры только прошло. Фортуна может быть на любой стороне, как у них, так и на нашей. Но «Фортуна» в этот раз оказалась на стороне мирнинцев. Именно они завоевали золото турнира, серебро Братск, а ленская сборная оказалась на 3-м месте. Клуб любителей баскетбола города Ленска попал на 4-ю строку, а удачницы, несмотря на пополнение команды молодой кровью, остались в хвосте. Но проигрыш для спортсменов – это только стимул для последующих побед, чего и желаем всем участникам в будущих соревнованиях. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.